ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинец вернулся в 11 класс после года, проведенного в Америке. Никита Асиев – участник международной программы обмена, изучение страны через полное погружение. Первое – это семья. Вначале парень попал к паре мормонов. 5-часовые богослужения, просмотр церковных служб онлайн. Никита признает, это далось нелегко. Все выполнял из уважения к традициям семьи. Но конфликта избежать не удалось. Через 1,5 месяца ухтинец попал к одинокой женщине. Новой хост-маме 75 лет. Она просто вообще, она прыгает с парашютом. Она первый раз прыгнула в 68. Она участвует в гонках на машинах. Она до сих пор работает водителем школьного автобуса. И каждый день, как она развезет детей, она сама моет этот огромный школьный автобус. То есть она вообще гиперактивна, вот такая, как я. И мы очень быстро нашли с ней общий язык. Хост-мама помогала Никите со съемкой видеоблога. Чтобы не мыть посуду, дома ели из пластиковых тарелок. Никита замечает, в Америке прост не только быт, такое же отношение ко внешнему виду. Одежду не гладят, поэтому отутюженные полотенца и постельное белье в России – это настоящая дикость. Кроме того, в российских школах требуют сменную обувь и соблюдение делового дресс-кода. В США мода свободолюбива и порой своеобразна. Я ходил в школу в таких свитпенс, такие мягкие, как спортивные штаны, в кроссовках, в футболке, и вообще не парился. Ни разу не видел девочек на каблуках и накрашенных. Ходит как попало. Кто ходит в пижаме. Очень просто пик американской моды. Шорты, футболка вот так вот с вырезанными рукавами. Разные носки и тапочки. Были такие случаи, что в школу приходили... Одна девочка ходила в латексовом костюме. Один парень приходил абсолютно голый и окутанный в белую простыню. Никто ничего не говорил. Это нормально. В России Никита закончил 10 класс, за границей учился в 12-м. Там уроки по выбору. В первом полугодии ухтинец взял предметы посложнее. Например, литература не обычная, а мировая художественная. На английском пришлось читать древнегреческие трактаты. Помимо этого, активная работа в школе, уроки музыки в оркестре. Но и на развлечения времени хватало. Никита с хост-мамой объездили западное побережье, практически от Канады до Мексики. В поездке парень встретил своего кумира. Больше фанат группы Green Day. Его дети Билли Джо Армстронга, вокалисты Green Day, у них группа. И я вот с ними списался в Твиттере и встретился в Сан-Франциско перед их концертом. Мы погуляли немного. И после туда приехал вот их отец, Билли Джо Армстронг. И у меня появилась просто вообще такая, просто моя мечта просто сбылась. Я с ним познакомился, мы с ним пообщались, тоже записали небольшое видео. В поездке Никита понял, с чем хочет связать будущую жизнь. Он планирует поступать в университет на факультет кинорежиссуры. С американскими одноклассниками, а также хост-мамой он поддерживает связь через социальные сети. Никита говорит, по всем соскучился. Как-нибудь непременно съездит всех проведать.